Ингушетии раскрыли картельный сговор на 9 миллиардов рублей. Жительница республики попалась на крупном мошенничестве при благоустройстве общественной территории в Сунже. Здравствуйте, это хроника происшествий, в студии Зелимхан Калоев. И вначале краткий обзор самых важных событий недели. Пугающие кадры. На заправочной станции Назрани взорвалась «Газель». Как произошло ЧП? Пойманный с поличным 13 единиц боеприпасов и более килограмма героина изъяли правоохранители у молодых людей в селении Троицкое. Экшн-видео с нарушениями в интернете стало поводом для составления административных дел. Водителя «шестерки» задержали правоохранители. Храбрые сердцем школьники из Ингушетии спасли жизнь тонущему мальчику. История геройства в нашем выпуске. А теперь подробно об этих и других происшествиях. В Ингушетии накануне произошло ЧП. На одной из заправочных станций Назрани взорвалась «Газель». Машина стоит у заправочной колонки. Водитель впереди нее, а далее резкая вспышка, и от авто отрывается часть крыши и падает рядом с водителем. Причина взрыва – неправильный монтаж газового оборудования. Баллон заправляли впервые, и там-то и крылся недочет. Водитель родился в рубашке и выжил, отделался легким шоком. Однако последствия могли быть куда плачевными. Закачано 33 куба газа при давлении 125 атмосфер. Прошу заметить, это всего 125 атмосфер, потому что мы заправляем баллоны максимально 190-200 атмосфер. Произошел вот этот взрыв. Если бы взрыв произошел бы при атмосферах 200 килограмм или 195, скажем так, то последствия были бы хуже, намного плачевнее. А все из-за халатности бизнесменов, которые устанавливают для метана и пропана баллоны, бывшие в употреблении. Многие мои друзья, знакомые, жаловались, что здесь им устанавливают БУ баллоны. Сейчас покажу вам. Вот, к примеру, у меня стоит этот баллон. Он новый, по нему видно, что его устанавливали прям специалисты, все загерметизировано. То есть, видите, вот эти клапана, вот это все новое установлено. Если баллон изношенный, то он начинает пропускать, либо какие-то неполадки начинают, либо в салоне начинает пахнуть газом. Это очень опасно. Если где-либо происходит утечка, вполне можно ожидать взрыва. У нас открытая опрессовка баллона. Есть у нас организация, которая этим занимается. Непосредственно ко всем тем, кто занимается этим делом, мы обращались и говорили: ребята, вы ставите бэушные баллоны, будьте добры, опрессуйте эти баллоны. Это стоит недорого. Это стоит опрессовка одного баллона, если вы его принесете, 1000 рублей. У вас будет гарантия того, потому что 200 килограмм рабочее давление, мы туда закачиваем 300 килограмм, даже 350 мы когда прессуем. Значит, если мы закачали 350 килограмм, он не взорвался, при 200 килограмм в течение года, 2 лет он не взорвется однозначно. Значит, металл выдержит. Специалисты настоятельно просят отнестись к этой ситуации серьезно. Машина при неправильной эксплуатации газового оборудования может взорваться. Руководство газозаправочной станции пошло на крайние меры. Отныне ни одна станция не будет заправлять авто метаном, где установлены БУ баллоны. С 4 октября багажник, баллон латыч, заправочный штуцер олсу, шлангдачек, метник, измой машину заправки гяча. Не магаси гяц, не сунжи гяц, не малгабеки гяц, не роснефти гяц, магаси, хансаила заправки. Цар шош хадяка, цар то оздят, что ряздаяны, сам худочу. Шуалага Сехнденца, то есть с 21 числа, с 22 числа включительно, бэушный баллон, новый бэушный баллон, вот я сага ОХГ четыре, без опрессовки. Каждое топливо опасно по-своему. Так или иначе, многие предпочитают метану, пропан. Уқса машина бағдырялыш газ лахтыц, бағдырялычы ханзлахтыч заманчо метан. Баллон цаюах قريت цаюют же опасные яхш. Дук зулмыш хадулры, дук масна интернет иш кдахса баргу жмити ханстахын ситуация ройтск республики. Газалиқа. Цанлахтыр метан yok. Пропан ца измо хамаш булушсун дайндац. Кезиге зулм долашқы, цун пропан.
احتيلار خلش از بربان احتيلار خوس ونو سمشنا عز بدرياش غاز بربان метан حملات بربان метан حملات سمشنا. У меня стоит пропан. Пропан, конечно, дороже, чем метан, да, в разы, я бы сказал. Но он более безопасен. Даже при заправке, когда заправляются метаном, нужно отходить куда-то далеко. Возможно, утечки газа, возможен взрыв. При взрыве машину разрывают как тряпка, что мы могли наблюдать, да, недавно. А вот кадры августа 2019 года. Тогда из-за взрыва на заправочной станции в Сунже пострадали 7 человек. Против владельца было возбуждено уголовное дело. У жителей селения Троицкое изъяты наркотики и боеприпасы. Обыски прошли в домовладении по месту жительства двух молодых парней 97 и 99 годов рождения. Так, правоохранители изъяли 13 единиц боеприпасов и более килограмма героина. По данному факту возбуждены уголовные дела сразу по 2 статьям УК РФ: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, и незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и сбыт наркотических средств. Сотрудники госавтоинспекции ловят нарушителей не только в реальной жизни, но и вычисляют их в виртуальной. Так, в ходе мониторинга соцсетей блюстители порядка выявили факт грубых нарушений правил дорожного движения водителем ВАЗ-2106. Сотрудники ОМВД России по Карабулаку задержали нарушителей и доставили в отдел полиции. Водителем оказался 19-летний местный житель. В отношении молодого человека составлено несколько административных дел за управление затонированным авто и отсутствием на шестерке госномеров. А между тем, сотрудники ГИБДД вышли на очередной рейд. Чаще всего они фиксируют выезд на встречку и превышение скоростного режима. Зураб Султанович, причина остановки управления транспортным средством с установленным передним боковым стеклом, светопропускаемость которого не соответствует техническому регламенту транспортного средства. В отношении вас составлен административный материал по части 3 прим. 1 статьи 12.5 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации, то есть управление транспортным средством с установленными передними боковыми стеклами, светопропускаемость которого не соответствует техническому регламенту транспортного средства 018 от 2011 года. В соответствии с этим в отношении вас вынесено постановление по данному правонарушению. Вы согласны с данным правонарушением? Лица за рулем автотранспорта, находящиеся в нетрезвом состоянии или без водительского удостоверения, чаще всего просто пытаются скрыться подальше от инспекторов, признаются сотрудники ГИБДД. Благо, спецтранспорт по своим характеристикам не уступает другим авто. Уехать далеко нарушителям не удается. У них там доставлять расположение ГАИ. Там составляем соответствующие материалы, привлекаем по административной ответственности. А там дубли нарушитель? Там мы нарушители, если мы с утра работаем, там и сплошной нарушитель, да, был светофор. Важно понимать, что инспекторы проводят рейдовые мероприятия для снижения числа аварийности ДТП. Проверки направлены на снижение количества смертей на дорогах Ингушетии. يموت عقول يجي ونيا المشين كذي شرطة كباية نيا خذ هذا مشين نيا قل تعايل ديك دخ مشين ديك مشين المشين السهية السخر حاجة خيك كذي بمية مخلي حوار سر وسر شيء لازم تطلع بيسوليا بيت مشت يسلح تورشي أول كان شيء بسم الله جلتي كحالبان لا مرقص تواصل أول وسك يتزود بقول مرقص. Рейд здесь развернули с самого утра. Счет составленных протоколов за грубые нарушения достигает несколько десятков. Рейдовые мероприятия проводятся на территории всей республики. Они проводятся ежедневно для выявления грубых нарушений правил дорожного движения. Акцентируется внимание на такие грубые нарушения, как нетрезвое состояние езда, также лица, которые управляют транспортным средством без права управления, с подложными регистрационными знаками, и лица, которые уже повторно управляют транспортными средствами, будучи лишенными.
Ингушская УФАС выявил самый крупный на территории России картельный сговор на сумму порядка 9 миллиардов рублей. Он выявлен в сфере закупок медицинских изделий. К чему привели такие действия, какое наказание получат виновники и как долго вели это дело, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Батыр Тачиев и старший инспектор этого же ведомства Ахмед Аушев. Приветствую вас в нашей студии. И для начала хотелось бы начать с вопроса, как давно вы вели это дело и как долго оно продолжалось. В этом деле очень много примечательных цифр. Мы его вели 2 года, можно сказать. Это этап подготовки, этап непосредственно возбуждения и рассмотрения данного дела. Изучено было более 160 тысяч файлов, 7 тысяч аукционов, как вы сказали, на 9 миллиардов рублей. Дело это больше 20 томов у нас дело состоит. Поэтому здесь достаточно много. И другие, в принципе, факторы, думаю, мы их озвучим. Вот это все является таким примечательным для этого дела. И, наверное, это все также является таким максимальным из тех дел, которые были возбуждены на территории нашей страны. Насколько я понимаю, очень плотно этим делом еще занимался Ахмед Аушев. Ахмед, расскажите, какие сложности возникали в процессе? С какими трудностями столкнулась Ингушская УФАС? Это начиная с того, что участники предполагаемого картеля осуществляли свою деятельность по всей России, в разных регионах Российской Федерации. И для осуществления неплановой выездной проверки нам пришлось выехать в город Елец Липецкой области по местонахождению крупного завода по производству медицинских изделий. В середине 2019 года к нам поступили 3 жалобы от участника торгов, на что он в своей жалобе указывал, что есть он и еще один производитель отечественный, и необходимо, чтобы другие участники были отклонены. То же самое нам полномочный орган, это на тот период это Министерство финансов было, они тоже пришли, специалисты сказали, к нам то же самое, они звонили нам и говорят, что вот если вы не отклоните от всех остальных участников, насколько я помню, там 9 участников было, то тогда мы напишем жалобу в ФАС, вы должны нас пропустить, то есть без торгов, получается, по сути. Они друг с другом никогда не конкурировали, так как они, это сговор, они совместно это все выходили на торги. Но вот есть у нас преференция в 44-м законе для национальных производителей, представлена законом преференция. Это означает, что если 2 и более российских производителей, то все остальные производители, их заявки подлежат отклонению, какую бы там сумму они ни предложили. Вот, и это правило называется «третий лишний». Именно вот этим правилом эти участники и воспользовались. И именно вот по этому правилу, это впервые также это дело возбуждено на территории нашей страны, именно используя нацрежим, когда злоупотребляя этим, национальном режиме, преференции, которые государство дает им, добросовестным производителям отечественным, они этим воспользовались, и вот в результате вот, там было недобросовестное поведение этих участников. Тем самым они вообще исключали конкуренцию между вообще на торгах, они вдвоем выходили друг с другом, не конкурировали никогда, и всегда победителем выходил тот, кто предложил товар производства Елец, МПК Елец. Вот. И тогда вот Ахмед поставил вопрос, говорит, как-то подозрительно, что они знают, что есть еще один участник. Откуда они вообще могут знать, так как все эти заявки, они закрыты. Никто вообще не знает, кто участник. В этом и суть 44-го закона. То есть все заявки закрыты, заранее узнать, кто участник, позвонить, договориться с ними и так далее. Невозможно, так как они не открываются. Только после того, как победитель определен, только после этого и все эти заявки уполномоченный орган может увидеть, кто подавал и так далее. Вот. И тогда мы подумали, давайте запросим, проанализируем. Вот, с Ахмедом решили, запросим электронную торговую площадку, вообще сколько раз на них эти участники участвовали, с кем вообще участвовали. Также Росмониторинг запросили, налоговые, казначейство, и интернет-провайдеры и так далее. И к нам, по мере того, как начала поступать информация, мы уже видели, что они участвовали не в одном и не в 2 закупках, а счет идет на тысячи вообще. И уже вот с этого момента и мы подключились. Ну, сложности в этом деле, можно сказать, что один человек все это время только этими занимался. Это у нас Ахмед был специалистом уполномоченным в данном вопросе. Вот, поэтому, в принципе, из-за того, что наш штат не очень большой, такая сложность была. То, что нет никакой методички, как посмотреть, то есть как это делалось ранее и так далее. То есть вообще этого не было, поэтому как бы это делать такой первопроходцы были в этом вопросе и сами непосредственно во всем этом разбирались. Но с помощью, конечно, центрального аппарата, это управление по борьбе с картелями, нам активно оказывали методическую помощь. Угу. Насколько я знаю, это самый крупный сговор, да, в России считается, который вы сейчас выявили? Ну, насколько нам известно, до этого сговор был 924 аукциона, вот в сговор на торгах был выявлен при реализации этих закупок.
А сейчас вот это дело получается в 7 раз больше, чем то дело, которое было в предыдущий период. Но это означает, что все-таки вот тенденция сговора на торгах, она присутствует, и она может и дальше увеличиваться, то есть интерес в этом проявляться по мере того, как и юридические, и технические участники торгов становятся более подкованно грамотными. Вот все новые схемы разрабатываются, и они там будут. И вот задача ФАС, в том числе и всех правоохранительных органов, выявлять и пресекать такого рода антиконкурентное поведение участников. А вообще, сговор и сговор, можно сказать, да, почему там что-то в этом такого страшного, ну и что в этом такого. Ну, вот приведу, допустим, пример один. Если начальная максимальная цена аукциона 100 миллионов рублей, и если участники аукциона не сговорились, то в фарм-индустрии обычно там может падение там 40-50%, это абсолютно нормально. Такое падение происходит. Бывает, конечно, и меньше, бывает и больше, но 40-50% нормально. А если сговор происходит там, то падение будет максимум 2-3%, может 5% там, и все, далее не происходит падение. Соответственно, это экономия бюджетных средств при конкурентных торгах, это вот 40-50 миллионов, и экономия при сговоре это там 1, 2, 3 миллиона рублей. То есть, и ущерб, который может быть причинен медицинским учреждениям, это в данном случае это были медицинские учреждения, вот, мы видим, что он может быть колоссальным. Вот. Еще один вопрос, который хотелось бы затронуть нам. Вот в соцсетях пишут, а кто из наших чиновников был замешан в этой схеме? Чиновники не были замешаны. Это и, в принципе, этот сговор, эта модель и не предполагает, чтобы кто-то еще был допущен к этим всем заранее оговоренным условиям участия в торгах. Они только сами, они ни у кого не спрашивали, они заходили и забирали. Забирали, апеллируя законом. Поэтому территориальные органы ФАС России невольно становились соучастниками этого сговора, потому что к нам приходят жалобы, и в жалобе говорится, вот еще там посмотрите, пожалуйста, вот незаконно рассмотрели, там мы знаем, предполагаем, что там есть еще иностранный участник, ну и так далее. То есть в ФАС поступают жалобы, запрашиваются заявки, мы там смотрим, коллеги смотрят, да, действительно, тут вот 2 и более национальных производителя, остальные зарубежные. Почему уполномоченный орган не отклонил их заявки? Вот, соответственно, и выдавалось предписание, говоря, вот, отклоняйте тех, кто не является нацпроизводителем, и допускайте только эти. Соответственно, вот в этот момент и сговор реализовывали они, когда писали жалобы. Но в основном это вообще без жалоб все обходилось, это подавляющее большинство. Уполномоченный орган и так видел при поступлении заявок, что тут есть нацпроизводители и не нац. Соответственно, правило третьей лично вступало в силу, и все они отклонялись, а эти не торговались и проходили дальше. Там аукционы по 9, по 12 участников, они все отклонялись и допускались только вот 2-3 участника. Ахмед, расскажите, а какое наказание грозит нарушителям? Участникам картеля за организацию картеля и за организацию незаконной экономической координации участников торгов со стороны уже завода законом предусмотрена как административная ответственность соответствующая, а также уголовная ответственность в соответствии с 178 статьей Уголовного кодекса. Каким образом происходило реагирование антимонопольного органа? Как было сказано, первые признаки, что мы увидели на стадии, когда один из участников картеля подал жалобу в Ингушский УФАС. Тогда еще мы увидели, что в своей жалобе участник указывает, что подана еще одна заявка, и та заявка также содержит к поставке товара российского производства. Однако алгоритм проведения торгов в рамках 44-го закона выстроен таким образом, что участник не может знать состав заявки его конкурента при их добросовестном поведении. Далее, в ходе проведения предварительного анализа, нами было установлено, что заявки подаются с одного IP-адреса, с одного компьютера. Также заявки были созданы на одном компьютере, свойства файлах. Мы видели, что подаваемые заявки на участие в торгах участники создавались с одного компьютера. На основании изложенного нами были направлены соответствующие запросы и были установлены также и переводом между участниками торгов. Также в помещении, на рабочих компьютерах тендерного отдела МПК «Илец» нами была обнаружена переписка между всеми участниками торгов. В данной переписке четко прослеживалась сам порядок, сама схема сговора. Кто будет в каких аукционах участвовать, кто будет торговаться, а кто будет поддаваться и играть номинальную роль в торгах. Также в тендерном отделе МПК «Илец» нами была обнаружена памятка, так сказать, памятка участнику картеля, в
котором четко оговаривалась сама схема картеля. То есть общая схема картеля в этом памятнике оговаривалась. Сами картели являются таким одним из самых сложно раскрываемых правонарушений в сфере экономики, поэтому их даже доказать в суде очень сложно. Поэтому эти дела являются такими единичными, наверное. Их десятки, сотни не может быть, потому что у нас ресурса нет все это раскрывать, все это там, каждый сговор, посмотреть его. И доказать на базу в суде является крайне сложно. То есть доказать в суде, прийти, что это все-таки был сговор, крайне сложно. Поэтому эти дела такие. Но в данном случае у нас 20 томов, это 160 тысяч файлов проанализировано и так далее. Решение написано на 1036 листах и так далее. То есть здесь уже полностью доказательная база вся собрана. Есть ли сейчас на территории Ингушетии вот какие-то картельные сговоры, которые прорабатываются вами? Или, может быть, на практике были, может быть, интересны какие-то случаи? Да, мы уже в этом году несколько таких дел в сфере здравоохранения. Решение было вынесено о том, что одно из лечебно-профилактических учреждений республики вступило в сговор с участником торгов. Решение вынесено. Правда, оно на днях было обжаловано участником в арбитражный суд республики. Также были и другие дела, которые также мы рассмотрели. Допустим, это на 20 миллионов Мелиоводхоз заключил контракт с одним из участников без проведения процедуры торгов, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства. Как мы установили в ходе рассмотрения дела, чрезвычайных обстоятельств все-таки не было, и, соответственно, контракт был заключен незаконно. Там тоже, сейчас уже выходим на стадию штрафов, это решение не было обжаловано. Также сейчас возбуждено, рассматривается дело. Еще очень много, достаточно много вопросов, как вы правильно сказали, которые мы прорабатываем. То есть просто так возбудить дело, нам это такое негативное последствие может оказать как для участника, то есть для заказчика и участника. То есть если мы заранее возбудим дело и потом будем разбираться, это уже негативный фон для них. То есть это и репутационные риски для участников и так далее. Мы поэтому только убедившись, что точно есть, да, там сговор, есть все материалы, мы их все собираем, только после этого возбуждаем дело. Поэтому, в принципе, каждое дело, которое возбуждается, оно принимается по нему решение о том, что есть сговор. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию, ответили на вопросы. А я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Батыр Тачиев и старший инспектор Ингушского УФАС Ахмед Аушев. На одного героя в нашем регионе стало больше, даже на двоих. В прошлый четверг на Назрановском пруду возле лицея произошло ЧП. В воду угодил пятиклассник. Ему на помощь пришли одноклассники Магомед Таршхоев и Дина Ансар. Когда я увидел то, что он упал, я немедленно бросился ему на помощь. Счет шел на секунды, звать кого-то из старших просто не было времени, вспоминает Магомед Таршхоев. Он и его одноклассники еще долго не забудут 16 сентября. Это сейчас ребята сидят на уроке спокойно, а в тот день многих из них охватила паника. Тонущему другу нужна была помощь. Я упал неожиданно в воду, и меня начало сильно нести течением назад. Я схватился за какой-то бетон, за бетонную сетку. И мой друг подошел мне и дал руку. И меня хотел вытянуть с этой воды. Потянул меня наверх и сам упал в воду. И потом его начало течением нести назад, и он за что-то схватился ногой. И потом я схватил его руку и чуть-чуть потянул наверх. И потом он уже начал выходить из пруда. Молодому спасателю всего 11 лет. Он не носит черный плащ, но всегда готов броситься на помощь. Резко окунулся в воду и уже там начал немного волноваться. Подплыть оказалось сложнее, чем он думал. Мешал полный рюкзак с учебниками и тетрадями. Сразу же любой Содержимое рюкзака намокло, тетради мальчику пришлось переписывать, мама настояла, но спасенная жизнь друга того стоила, признается он. Однако пятиклассник вспоминает, что в какой-то момент помощь была нужна и ему, поддержка пришла откуда не ждали. Я слышу, что они кричат, я-то думаю, что они шутят, я иду, не обращаю внимания. Потом я уже слышу, что они еще сильнее начинают. Я поворачиваюсь, там Наурузов в воде. Я потом подбежала туда, вот тут стою. Наурузов, Таршхоев хочет вытащить его, но потом я вижу, что он упал туда. Я скинула портфель, перелезла, дала руку Таршхоева, он уже сам вылезал, я ему подала руку, он вылез, а Наурузов вылез.
А было ли тебе страшно? Конечно. И почему ты рискнула? Я не знаю, у меня шок был, я побежала и я не знала, что делать. Умные и смелые – все это бравые школьники, отличники. И теперь, помимо поощрений за успеваемость, они заслужили награду за бесстрашие. Отрадно и радостно, что наши воспитанники в таких моментах могут всегда поддержать друг друга, оказать помощь, что немаловажно. Мы сразу же, конечно, отметили наших героев. И вот сейчас дальше собираемся провести торжественную линейку и как-то поощрить и Таршоева Магомеда, и Дину Ансар. Эти ребята сегодня проявили себя, может быть, не в таком значимом, но мы знаем, что завтра даже в большом каком-нибудь поступке они тоже себя также проявят. 3 товарища, 2 героя и одна история настоящей дружбы. Сейчас школьники вспоминают случай с улыбкой на лице, передразнивают друг друга и даже сравнивают себя с мультигероями. Правда, у каждого свой пример для подражания. Я думаю, что я бы хотел быть железным человеком, потому что в одной части у него отключился костюм, и он упал в воду. И потом у него включился костюм, и он вышел с этой воды. У меня то же самое приключилось. В этой ситуации. Да. А ты как ты думаешь? Мне кажется, что я аквавумен, потому что эта женщина спасает людей из воды. И она умеет плавать. Она связана с водой. А что бы ты сказал? Я бы хотел стать героем, как мой прадедушка, который состоял в дикой дивизии, одним из самых молодых. Дети еще не решили, чем будут заниматься в будущем. Возможно, кто-то из них станет хорошим спасателем. Пока главное – учеба. Ясно одно – после этого случая их дружбу точно не разлить водой. Жительница республики стала фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По мнению правоохранителей, женщина похитила свыше 2 340 000 рублей путем внесения в акты о приемке выполненных работ сведений, не предусмотренных условиями контракта. Деньги выделялись в рамках муниципального контракта на благоустройство общественной территории в Сунже по нацпроекту формирования современной городской среды. Ей вменяют статью УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Это были самые громкие происшествия за минувшие 7 дней. Помните, за каждым преступлением следует наказание. Банально, но факт. А я с вами прощаюсь. Увидимся в этой студии ровно через неделю.